Продолжаем эфир новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных темах. Узнать о долгах и повысить грамотность в пользовании интернет-сервисами помогут судебные приставы. В Якутии проходит акция в рамках Всемирного дня безопасного интернета. А из российских праздников сегодня отмечается День гражданской авиации. Наши корреспонденты расскажут о труде сотрудников аэропорта Якутска. Жители Алекминска голосуют за новый проект благоустройства. Он будет участвовать во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Котельную в селе Тумат Устьянского района запустили после нарушения в работе. Ситуация под контролем. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. От котельной теплоэнергосервис было запитано 6 соцобъектов, 70 жилых домов, в том числе 8 муниципальных, 62 частных. Общее число проживающих в них людей порядка 500 человек, в том числе около сотни из них дети. Накануне в 17:25 по местному времени после аварийного отключения электроэнергии произошла остановка угольной котельной. Сегодня в половину второго ночи после проведения необходимых работ котельная вышла на нормативный температурный график. Вчера в 12:30 была ликвидирована аварийная остановка на котельной села Тумат Устьянского филиала АО «Теплоэнергосервис». Аварийная ситуация возникла по причине промерзания трубопровода. Аварийные восстановительные работы были проведены своевременно работниками филиала, и удалось в кратчайшие сроки восстановить теплоснабжение села. Также данная ситуация находилась под контролем штаба по прохождению отопительного периода в Республике Саха-Якутия. В рамках Всемирного дня безопасного интернета судебные приставы Якутии присоединились к акции «Узнай о своих долгах». В прошлом году в управлении находилось рекордное количество исполнительных документов – более 775 тысяч. Каждый судпристав в день возбуждает порядка 12 производств и взыскивает более 72 тысяч рублей. Судебные приставы-исполнители разъяснили гражданам и представителям организаций о безопасности использования электронных сервисов ФССП России и в сети интернет. Кроме того, граждане и представители организаций смогли на месте узнать о задолженности через сервис банк данных исполнительных производств на официальном сайте ведомства. На прилавках магазинов и рынка будут продавать молочную продукцию с этикеткой «Честный знак». Новая цифровая система начнет действовать на всей территории России. Старт был ранее намечен на 20 января, но переходный период продлили до 1 июня текущего года. Вводить обязательную маркировку собираются поэтапно. Сначала она коснется производителей мороженого и сыра. Это своего рода контроль и защита рынка от подделок. С помощью цифрового кода Data Matrix каждый покупатель может узнать, где и когда была выпущена молочная продукция. Но в то же время наблюдаются сложности при введении новой системы. Одна из них – это приобретение оборудования для выпуска специальных этикеток. Тут необходимо отметить то, что из-за резкого спроса на это оборудование в Российской Федерации объемы производства его значительно увеличить сразу не получится, поэтому у нас возникает сейчас определенный дефицит, и это провоцирует удлинение сроков поставки данного оборудования. Поэтому в этом отношении мы с производителями ведем работу для того, чтобы для нужд Республики Саха-Якутия все виды оборудования были поставлены в полной мере. И работаем над тем, чтобы совместно с муниципальными районами на принципах софинансирования вместе с бюджетом республики мы помогли нашим заготовителям и переработчикам полностью оснаститься и войти в систему маркировки «Честный знак». Сегодня в стране свой профессиональный праздник отмечают работники гражданской авиации. 9 февраля 1923 года впервые был организован воздушный флот. Сейчас крупные аэродромы существуют почти во всех городах страны, в том числе и в нашей столице. В следующем сюжете мы расскажем о людях, благодаря которым функционирует аэродром города Якутска. Сюжет Дмитрия Тымырова. Огоньки, встречающие самолеты на полосе, наполняют радостью сердца пассажиров и дают всю необходимую для безопасной посадки информацию пилотам. Для посадки используются глиссадные огни. Пилоты их используют для визуального захода на посадку. Они помогают им визуально определить угол посадки.
Николай Комиссаров вот уже 10 лет следит за рабочим состоянием этих лампочек. Безопасность полетов – его главная задача. Ну, мы работаем сменный график с 8 утра, допустим, до 8 вечера. И также с 8 вечера до 8 утра. И что входит в ваши обязанности? В наши обязанности входит бесперебойное электроснабжение аэропорта, во-первых, и светосигнальное обеспечение полосы. На взлетно-посадочной полосе имеются несколько световых обозначений. С их помощью и ориентируются пилоты. Огни ВПП делятся на группы огней. Это осевые огни, огни приближения, огни рулежные. Допустим, рулежные огни имеют синий спектр света на полосе и имеют белый свет. Осевые огни ВПП делятся на бело-белые и бело-красные. Бело-красные используются уже когда заканчивается полоса. Системы светосигнального оборудования – это сложный комплекс, состоящий из огней, кабельных линий, подстанций, дистанционного управления. Чтобы наладить работу этой системы, нужны настоящие профессионалы. В аэропорту Якутск всего работает больше 1300 человек. И вот электросветотехническое обеспечение полетов, да, служба, это одна из ключевых служб. В ней работает порядка 30 человек. По международной системе ИКАО световой метеоминимум аэропорта Якутска имеет вторую категорию. Это позволяет аэродрому принимать практически все виды воздушных судов. И благодаря работе каждого из специалистов сегодня столица региона встречает и провожает жителей и гостей, принимая ежедневно несколько десятков рейсов. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Агрошкола села Улахан-Анхан Галасского района вновь удивляет своими направлениями деятельности. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что в теплице агрошколы получили первый урожай клубники сорта Сан-Андрес. Также в апреле прошлого года школа закупила у местного фермера 7 кроликов породы «Белый великан» – 5 самок и 2 самцов. Разместили их в оранжерее на территории школы. К осени получили 70 крольчат. Часть из них выкупили сами школьники, и где-то 45 особей после того, как они достаточно подросли, забили на мясо. Мясо реализовали местному населению по 450 рублей за килограмм. Разработкой нового проекта заняты в Алекминске. В 2019 году после победы во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений там реализовали проект «Спасское селение». Что нового готовит город, узнала Елена Фаст. В 2021 году город Алекминск планирует вновь принять участие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Концепция будущего проекта интересна тем, что продолжает идею и решение Спасского сквера. Есть и условное название – Мариинский сквер. Именно это место было выбрано жителями города. Сейчас до 12 февраля жители подтверждают свое желание благоустроить эту территорию путем голосования на странице Instagram. Далее 12 февраля мы собираемся с общественной комиссией и всех неравнодушных горожан тоже приглашаем. Будем принимать решения об этой территории и будет дан старт сбору предложений по мероприятиям. То есть что на этой территории нужно сделать. Этот сбор предложений будет до 23 февраля. Проект подготовлен нашей землячкой. Связь не поддерживается давно. Проект разработала алекминская девушка, архитектор. Она сейчас обучается в Томске, Екатерина Сафронова. Она взяла все старинные фотографии, которые есть именно с этой территории. Она сделала связку Спасского селения, связку пожарной части, Мариинской больницы. То есть это именно изучив историю этой территории, этой местности, она вот сделала такой проект. По предложенным эскизам значительно изменится большая часть центра. Планируется облагородить территорию от администрации города до автостоянки напротив центральной больницы. Если проект пройдет конкурс, то реализация его совпадет с ремонтом центральной дороги, а значит, центр города имеет шансы значительно преобразиться. Именно в цветовой гамме этого сквера сделать здание. Также в рамках капитального ремонта автомобильной дороги у нас будет проведено бетонирование центральной дороги с обустройством водоотведения. Ну и дома по молодежным также планируем продолжить разрисовывать, рисовать муралы и обновлять фасады. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Спортивные секции по зимним видам спорта продолжают работу в Якутии. Напомню, уже в ноябре прошлого года, согласно указу главы региона, спортсменам разрешили выйти на лед и продолжить тренировки. Сейчас юные хоккеисты активно готовятся к соревнованиям. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Сарглана Неустроева. Сарглана, тебе слово. Здравствуй, Василий. Сейчас я нахожусь во дворце, в Ледовом дворце, где свою тренировку проходят юные хоккеисты и фигуристы. И действительно сейчас каждый спортсмен перед соревнованиями должен сдать анализы ПЦР и ИФА. Как раз перед эфиром завершилась тренировка юных хоккеистов 2003-2006 года рождения. Их ожидает первенство России по хоккею в Благовещенске, которое пройдет в 2 этапа. Далее, если они пройдут эти 2 этапа, их ожидает заключительный 3-й этап, который пройдет уже в Хабаровске. И подробнее о том, как же была организована работа для обеспечения безопасности детей, нам рассказал их тренер Денис Чудинов. Предлагаю послушать. Прежде всего мы сдали анализы на ПЦР, то есть заблаговременно, за 3 дня до выезда у нас свежие все результаты есть. А на матчах у нас будут большие перерывы, там самообработка, масочный режим, вот, соблюдаться во время всего матча. Ну и, соответственно, там время между играми сделано, чтобы не было столпотворений. У нас большие тренировки были с ограниченным количеством детей, там до 15 человек у нас были занятия. Вот, постепенно мы выходили, втягивались в режим, готовились к соревнованиям. Что ж, пожелаем нашим ребятам удачи и, конечно же, будем за них болеть. Тем временем руководство Ледового дворца ожидает скорое открытие массовых катаний. Как известно, недавним указом главы была разрешена работа уличных катков. Ну а здесь же было получено разрешение на работу от Роспотребнадзора и ожидается только официального указа. Но, конечно же, очевидно, что количество одновременно пребывающих людей на льду будет значительно меньше, чем обычно. Сейчас пропускная способность катка 250 человек, следовательно, во время работы станет около 120-125. У меня на этом все. Василий. Ситуацию с тренировками по зимним видам спорта в Якутии осветила Сарглана Неустроева. Сарглана, спасибо. А к этой минуте у нас вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Также я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и до свидания.